Пекин, известный своими жестокими мерами и лагерями пыток, в которых содержатся общественные деятели, интеллигенция и простые люди, продолжает уничтожение культурного наследия Восточного Туркестана. В 2018 году коммунисты на глазах у всего человечества разрушили мечеть, история которой насчитывала 8 столетий. Мечеть Идгах, построенная в 1237 году в городе Хотан, была живым свидетелем крепкой веры и искусного зодчества уйгуров. В Мельбурне прошли протесты против нарушения прав уйгуров и беззакония властей в Восточном Туркестане, в котором приняли участие уйгуры, проживающие в Австралии, местные жители и граждане Турции. С другой стороны, в парке Сараджхане, находящемся в стамбульском районе Фатих, проходят мероприятия в рамках недели ознакомления с Восточным Туркестаном. Наряду с выставкой фотографий и культурными мероприятиями посетителей угощают традиционным уйгурским пловом. В то время как Китай, переживающий экономический кризис США, пытается укрепить отношения с Европой, страны Евросоюза, попавшие под давление США, начали обсуждение общей стратегии в отношении Пекина. Италия, являющаяся участницей стран Большой Семерки, и Китай подписали соглашение о сотрудничестве в сфере торговли, туризма, медицины, энергетики и инфраструктуры на сумму 7 миллиардов евро. Германия выразила свою обеспокоенность тем, что это отрицательно скажется на экономике стран Евросоюза и приведет к плагиату новых технологий. В случае повторного избрания премьером-министром Израиля на выборах, которые пройдут 9 апреля, Нетаньяху пообещал присоединить к Израилю незаконные еврейские поселения, расположенные на западном берегу реки Иордан. Нетаньяху обратился к правым избирателям со следующими словами: «Независимая Палестина представляет угрозу для Израиля. Мы не собираемся делить Иерусалим и покидать еврейские поселения». Министр иностранных дел США Майк Помпео заявил, что США готовы к достойному ответу военному присутствию России в Венесуэле. Заявление было сделано на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел стран-участниц НАТО. В свою очередь Сергей Лавров подчеркнул, что военное оборудование, предоставленное Венесуэле, а также его обслуживание, имеет прочную правовую основу. После вывода из эксплуатации аэропорта Ататюрк был совершен первый регулярный рейс с новой воздушной гавани города Стамбул. Во время перевозки оборудования вылеты из обоих аэропортов были приостановлены на 12 часов. Последний рейс с аэропорта Ататюрк был совершен по направлению Стамбул-Сингапур.